Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего видеоурока. Меня зовут Асланбек Чикиров. Я являюсь экспертом по муниципальному управлению. Тема сегодняшнего видеоурока – организация услуг на уровне местного самоуправления с привлечением частного сектора. Эта тема является достаточно актуальной для нашей страны, так как в различных стратегических документах неоднократно указывалось о том, что роль государства – это создание условий для привлечения в сектор услуг представителей разных форм собственности. Первый вопрос, который задают нам органы местного самоуправления: имеют ли право они привлекать частный сектор для решения вопросов местного значения? Услуга, как мы знаем, является результатом решения вопроса местного значения. И статья 19 Закона о местном самоуправлении четко говорит о том, что орган местного самоуправления вправе передавать исполнение отдельных вопросов местного значения юридическим и физическим лицам с одновременным определением и передачей средств или источников финансирования. То есть закон четко говорит, что такое право есть. Важно раскрыть механизм передачи этого права. Кроме этого, у нас есть статья 61-1 этого же закона о местном самоуправлении, которая гласит: муниципальный заказ может исполняться физическими и юридическими лицами, и передача исполнения муниципального заказа производится по договору. Здесь важно отметить, что под термином физические и юридические лица понимаются организации частные лица любой формы собственности, в том числе и частной собственности. К сожалению, в действующем законодательстве пока нет определения муниципального заказа, но мы в рамках нашего занятия, нашего видеоурока дадим такое определение муниципальному заказу. Это обоснованный объем товаров, работ, услуг, необходимый для исполнения вопросов местного значения, финансируемый из местного бюджета или других источников. Данное определение поможет нам в дальнейшем продолжить нашу тему о передаче этого муниципального заказа для исполнения в частный сектор. На практике существует три основных метода организации услуг. Первый метод – это когда услуга оказывается непосредственно муниципальными служащими. Это механизм предоставления такого рода услуг, он указан в Законе о государственных муниципальных услугах и других нормативных актах, которые раскрывают данный закон. Эта тема не будет являться темой сегодняшнего дня, так как муниципальные услуги на уровне местного самоуправления, они имеют достаточно небольшой объем. Это те услуги, которые предоставляются непосредственно муниципальными служащими. Это выдача справок, какой-либо дополнительной информации и других административных актов. И, как правило, у нас ежегодно количество таких услуг, оно сокращается. И на уровне местного самоуправления, особенно в сельской местности, эти услуги, как правило, на аутсорсинг предоставляются редко. Второй метод – это создание собственной организации в виде муниципального предприятия, муниципального учреждения, акционерного общества с долей акций более 50% в собственности местного самоуправления или некоммерческой организации. То есть существует 4 типа создания собственной организации, и ими также можно оказывать, с помощью этих организаций также можно оказывать услуги. И, наконец, третий метод, который является темой сегодняшнего нашего видеоурока, это передать исполнение услуги в частный сектор. Под частным сектором мы понимаем организации, которые имеют форму как коммерческой организации, так и некоммерческой организации. Но в сегодняшней практике на протяжении многих лет мы наблюдаем такую практику, что органы местного самоуправления при организации услуг прежде всего стараются создать собственную организацию. То, о чем мы говорили, так называемый второй метод. Вот давайте посмотрим, почему они стремятся работать именно по второму методу. Первое. Орган местного самоуправления хочет иметь гарантированную и бесперебойную поставку объема услуг своему населению. И он хочет быть независимым от частного сектора, ему выгодно самому управлять и решать административные вопросы у этого поставщика услуг, и у них такое есть недоверие к частному сектору. И орган местного самоуправления, он больше оказывает влияние на собственное предприятие или учреждение через управление финансами и своей муниципальной собственности. Поэтому, как правило, они стараются работать
через свои собственные организации оказывать услуги. Но давайте посмотрим, какие риски есть в деятельности собственных организаций. Первое. Иногда у органов местного самоуправления складывается такое мнение, что, создав собственное предприятие, оно может самостоятельно им управлять, и он является как бы таким хозяином положения в этом муниципальном предприятии. На самом деле это не так. Значительное количество действий по управлению муниципальными предприятиями, оно регламентируется нормативно-правовыми или нормативными актами от уровня правительства до ведомственных нормативных актов. Например, один из таких важнейших элементов в управлении муниципальным предприятием, как тарифы, они очень четко регламентируются отдельным постановлением правительства, где практически по каждому элементу расходов установлен свой нормативный акт. Например, заработная плата руководителя муниципального предприятия, заработная плата бухгалтера, нормативы по заработной плате работников, нормативы по списанию горюче-смазочных материалов, нормативы по амортизации и так далее. То есть регламентируется значительное количество шагов в управлении муниципальным предприятием. К сожалению, у нас в стране это пока не очень соблюдается, и многие руководители ОМСУ вот таких особенностей в управлении муниципальным предприятием не знают. И это является основанием для проверяющих органов наказывать руководителей органов местного самоуправления. Есть еще одна причина. Личные доходы работников муниципального предприятия также достаточно жестко регламентируются внутренними документами, а также внешними нормативными актами. Поэтому, как правило, работники муниципальных предприятий мало заинтересованы в повышении эффективности своей работы, так как не видят в этом своей личной выгоды. Это касается в том числе и руководителей предприятий. Есть еще один важный момент. Орган местного самоуправления, рассматривая эти организации как собственные, всячески старается их поддержать через основные средства или через дополнительное финансирование так называемой субсидии. К сожалению, в Кыргызстане под этим термином сегодня понимается разница между расходами муниципального предприятия и доходами. На самом деле это не субсидия, это финансируются убытки предприятия. И такого рода примеров у нас в Кыргызстане много. И, к сожалению, это вызывает иждивенческие настроения муниципальных предприятий и не дает им мотивацию и стимула для экономического развития. Но, тем не менее, муниципальные собственные предприятия не существуют, и есть необходимость зачастую, чтобы орган местного самоуправления открывал именно собственное предприятие. Давайте посмотрим, какие это случаи. Первое. Когда по объективным причинам на территории муниципалитета отсутствует частный сектор именно по этому виду услуг. Второй момент, когда у органа местного самоуправления есть возможность предоставлять эти услуги населению на бесплатной основе. Ну, например, давайте возьмем пример. Поставка питьевой воды в отдаленный аил, где численность домохозяйств не больше 20-30 домохозяйств. И введение тарифной политики никакой роли не сыграет на качестве поставки воды. И в этом смысле орган местного самоуправления имеет право создать собственную организацию и обеспечивать население поставками воды без тарифной политики собственным предприятием. Следующая причина, когда потенциал частных организаций, который может быть есть на территории муниципалитета, но он недостаточен для того, чтобы оказывать населению качественные услуги. Поэтому муниципалитет имеет право создать собственное предприятие для того, чтобы отвечать за профессионализм, квалификацию работников муниципального предприятия и контролировать их. Ну, теперь давайте посмотрим по вопросам привлечения частного сектора в сферу услуг. Давайте сначала разберемся, почему частному сектору выгодно зайти в сферу услуг. Участника, у него есть две главные составляющие, две главные причины для того, чтобы работать в сфере услуг. И вообще цель частного сектора – это получить прибыль. Прибыль складывается из двух причин, почему появляется прибыль. Это обоснованная цена на продукт или услугу, и второе – это объем продаж. Вот если эти два компонента успешно работают,
то частный сектор получает прибыль. Почему частному сектору выгодно зайти на сферу услуг? У частного сектора главная цель – получить прибыль. Прибыль складывается из двух компонентов. Это стоимость услуги и объем продаж. И вот что интересно, в муниципальном секторе у нас цена является стабильной, потому что она утверждается местным кинешем, и при правильном ценообразовании она учитывает все расходы и показывает прибыль. То есть цена минимально зависит от рыночных там колебаний. Да? Это частнику должно быть выгодно. Второе. Объем услуг. В отличие от других сфер рыночной деятельности, в сфере услуг количество абонентов оно стабильное. Это жители данного муниципалитета. Поэтому частный сектор, он не боится потерять объем услуг. И ему это тоже должно быть выгодно. Поэтому при правильной постановке работе частному сектору выгодно находиться в зоне муниципалитета и оказывать населению услуги. Каковы же выгоды органа местного самоуправления привлекать частный сектор в сферу услуг? Первое. Если власть создает хорошие условия для частного сектора, то и частный сектор и заинтересован оказывать качественные услуги, чтобы не уйти с этого места, не уйти с этого сектора и получать стабильную прибыль. В то же время орган местного самоуправления избавляется от решения технических, организационных, административных вопросов, которые часто сталкиваются исполнители услуг или поставщики услуг. Если их оказывает частный сектор, то орган местного самоуправления получает партнера, который сам заботится об этих внутренних проблемах. Очень часто бывает, когда привлекается частный сектор, органу местного самоуправления не обязательно покупать основные средства. Если условием конкурса будет наличие основных средств у будущего исполнителя услуг, то тогда экономятся средства местного бюджета. Если бизнесу выгодно находиться на этой территории, то орган местного самоуправления имеет рычаги влияния на частника для того, чтобы сохранить качество услуг и доступ населения к этим услугам. Важный момент. Частного исполнителя услуг сложнее склонить к коррупции, чем собственное предприятие. Потому что вся прибыль частника является его собственной прибылью. И он не очень охотно будет делиться с этой прибылью своим заказчикам. Хотя, конечно, риски есть, об этом мы поговорим чуть позже. Теперь давайте поговорим о недостатках или рисках, если мы будем привлекать частный сектор. Потому что они тоже есть, там не все так благополучно. Первое. Частник может не исполнить своих обязательств, которые он дал, подписав договор на оказание услуг. И эта проблема очень часто встает, да, потому что, еще раз повторяю, у участника его интерес – это получение прибыли. Второе. Несмотря на более низкие коррупционные риски по сравнению с муниципальным предприятием, но эти риски существуют. В большей степени эти риски связаны с искусственным завышением объемов работ участника по предварительному сговору с руководителем органов местного самоуправления. Следующий случай риск. Если создается непредвиденная или аварийная ситуация, то органу местного самоуправления сложно оперативно реагировать на частного поставщика услуг. Потому что, как правило, частник всегда может сказать: ты мне сначала обсчитай этот объем работ, сделай мне коэффициенты повышающие, потому что это аварийная ситуация, тогда я выйду на работу. И, к сожалению, такие случаи тоже бывают. Есть еще один важный момент, важный риск. В случае, если возникает конфликт между частным поставщиком услуг и органом местного самоуправления, частник может уйти с этого рынка, бросив свою работу. И в этом случае население остается без услуги. Потому что, чтобы восстановить систему предоставления услуг, требуется достаточно большое время. И это значительный риск при привлечении частного сектора. Вот сегодня мы с вами, сейчас на этот момент, мы с вами разобрали преимущества и риски между собственной организацией и частным сектором. И мы видим, что однозначно дать выбор в ту или иную другую сторону очень сложно. И в этом заключается искусство муниципального управления, чтобы выбрать наиболее лучший метод. Итак, давайте поговорим, а какой же наиболее лучший метод? Какие критерии отбора между собственной организацией или частника?
Ну, мы вам представим только базовые, основные варианты этих критериев, а выбирать, конечно, самому органу местного самоуправления. Итак, первое. Нужно посмотреть по объему затрат на единицу услуги, или единицу работы, или единицу товара, которая потребуется при организации этой услуги. То есть, простыми словами, кто дешевле сделает, или частник, или муниципальное предприятие. Напоминаю, что для муниципального предприятия расчет стоимости услуги строго регламентируется нормативными актами. У частника такой строгой регламентации нет. Второе. В случае, когда принято решение, что будет услугу оказывать частник, очень важно посмотреть, готово ли население оплачивать тарифы по полной стоимости с учетом всех затрат. То есть, важно посмотреть, личные доходы граждан, позволяют ли эти доходы выплатить те тарифы, которые представит будущий поставщик услуг. Немаловажное значение имеют налоговые поступления. Сколько больше поступит налоговых поступлений или от частного сектора, или от собственной организации. Я бы предложил еще один важный критерий, это размер заработной платы работников данной организации. Потому что это, как правило, жители данного населенного пункта и орган местного самоуправления заинтересован, чтобы у поставщика услуг зарплата его служащих была достойной. Давайте представим, что отбор произошел, принято решение, что будет оказывать услугу частная организация. Вопрос, какова же роль власти в создании благоприятных условий для этих организаций? Что он может сделать, власть? Первое, предоставить муниципальное имущество на определенных выгодных условиях. Дело в том, что закон о муниципальной собственности, он подразумевает два типа предоставления услуг. Это аукцион и конкурс. Аукцион — это когда идет наибольшая цена, конкурс, когда исполняется требование органа власти. В нашем случае мы рекомендуем рассматривать конкурсное предоставление имущества для того, чтобы не акцентировать внимание на арендной плате. Конкурсное предоставление имущества, оно может подразумевать и нулевую ставку арендной платы. Второе. Профинансировать с местного бюджета промышленную инфраструктуру. То есть, имеет право из местного бюджета профинансировать вопросы водоснабжения, водоотведения, поставить трансформатор, чтобы повысить, дать доступ к электроэнергии и так далее. Это тоже помощь для данных частному сектору. И очень важный момент — это помочь частному сектору обеспечить максимальный сбор денежных средств с населения. Для этого существуют разные методы. Это внедрение биллинговых систем, это работа квартальных комитетов, старосела и так далее. Это вот неполный перечень тех условий, которые могут быть созданы местными органами власти, органами местного самоуправления, для того, чтобы обеспечить благоприятные условия для частного поставщика услуг. Вот на сегодняшнем видеоуроке мы представили вам базовые правила взаимодействия между органом местного самоуправления и частным сектором по организации услуг. Конечно же, это только основные направления, и более детальные вопросы, они требуют более глубокого погружения в учебный процесс, консультации и так далее. Спасибо за внимание. Уважаемые участники видеоуроков, по вопросам, которые вас интересуют в рамках данной темы, вы можете обратиться по электронной почте или номерам телефонов, которые представлены на экране. Спасибо.